Здравствуйте! Эфир телеканала «Салям» продолжают новости ишимбайского телевидения. С последними событиями вас познакомлю я, Алена Чернова. Своих не бросаем! Ишимбайцы организовали автопробег в поддержку башкирского батальона Шаймуратова и российской армии. Веселые танцы, топот копыт, ароматы башкирской кухни. Ярко и шумно в Ишимбайском районе отметили праздник плуга. В Ишимбае состоялся автопробег в поддержку башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова и участников спецоперации на Украине. Организаторами акции выступили ветераны боевых действий, а также неравнодушные жители города и района. Участники провезли флаги с девизами «За Россию», «Своих не бросаем» по улицам Ишимбая до места проведения сабантуя в деревне Ознаево. Вместе с участниками патриотического автопробега по маршруту проехала и наша съемочная группа. Сабантуй-2022 отгремел. Праздник, в котором сливаются воедино красивые обычаи народа, его песни и танцы, собрал жителей и гостей района. В этом году праздник плуга снова вернулся на поляну возле Ознаева. Как мы увидели из предыдущего материала, первыми гостями праздника стали участники автопробега. Что еще интересного было на Сабантуй-2022, расскажет Руфина Хужахметова. Кумыс, чак-чак и традиционная борьба куреш. Жители и гости района весело, широким размахом отметили традиционный народный праздник Сабантуй. Он отражает культурные традиции, чествует передовиков различных сфер деятельности, выявляет сильнейших спортсменов. Здесь задорные песни и веселые танцы, топот копыт, ароматы башкирской кухни, яркое убранство национального жилища, состязания в силе и ловкости. На протяжении уже сотен лет, завершив весенние полевые работы, наши предки широко и радостно отмечают это событие. И в наше время Сабантуй по-прежнему остается одним из самых ярких и запоминающих событий народных праздников нашей республики. Прошли столетия, а Сабантуй сохранился и дожил до наших дней. На празднике принято подводить итоги весенних полевых работ. И, конечно, главные гости – это труженики сел, передовые механизаторы, животноводы, агрономы. День плуга, это бывает очень
каждый год у нас, поэтому этот год считается очень счастливый, очень благоприятный, потому что погода благоприятствует нам. Очень хороший, думаем, собрать урожай в этом году. 21 год был тоже удачливый, пусть он засушливый, но каждый год природа дает свои, как говорится, сюрпризы, и каждый год она приносит нам удачи, прибыль. Но тот год был засушливый, этот год мокрый, так что там были свои проблемы, здесь свои проблемы, но ничего, работаем, стараемся. Уже все, в принципе, посев закончили, работа идет нормально, дальше продолжаем, сенокос и остальное, так что будем работать и дальше на благо нашей Родины. Неотъемлемая часть праздника Сабантуй – богатое и красочное оформление юрт. Национальные подворья, созданные стараниями сельских поселений района, украшение праздника. Они притягивали к себе красотой и убранство, в котором отразились богатство народной души, творческая фантазия, культура, национальный колорит народов. Хозяева звонкой песни встречали гостей и угощали национальными блюдами. Мы устроили юрту в честь года нематериального культурного наследия. У нас представлены все виды нематериального культурного наследия. Настроение праздничное, мы поем и танцуем. В юрте встречаем гостей, у нас баян, мы играем, мы поем и танцуем. Сегодня у нас замечательный праздник Сабантуй. 2 года его не было, конечно, мы по нему скучали. Мы представители Петровского сельского совета. У нас сельсовет многонациональный, поэтому у нас представлены дворики: русский дворик, чувашский дворик, башкирский. Здесь мы представили, так как год культурного наследия, у нас все из бабушкиного сундука и со старого чердака, как говорится. Напряженная борьба за первенство шла в спортивных состязаниях. Сегодня на месте проведения Сабантуя подготовлены спортивные площадки, где жители могут продемонстрировать, проявить свои знания, умения, показать свою физическую подготовленность. Также показать, в первую очередь, дух нашего башкирского народа. Количество соревнований могут позавидовать Олимпиады. Здесь и стрельба из лука, и бой мешками, и перетягивание каната. А вертикальный столб покорили более десятка мужчин. И, конечно, ни один Сабантуй не обходится без турнира по национальной борьбе куреш. Это важная часть праздника. Победитель получил звание батыра и главный приз – барана. Мы приехали показать достойную борьбу. В моей весовой категории я занял 1 место. Очень доволен. Выиграл барана. Самое зрелищное мероприятие Сабантуя, конечно, конные скачки, которых с нетерпением ждет и стар, и млад. Мы, конечно же, поддерживаем наших наездников, наших скакунов. Конь для башкиров всегда был не только помощником, но и другом. 18 участников в 4 заездах боролись за звание победителя. Первый раз участвую, скачу, призовые места занимаю. Бывает, но сегодня не получилось, потому что жеребенок помешал. Занимаюсь уже 10 с чем-то лет, уже 8 лет. Не первый, не последний, чуть-чуть. Главное поскакать, азарт получить, ладно, хорошо. Победу в конных скачках одержали Кирилл Глухов, Денис Федоров, Марат Садрисламов.
В этом году праздник плуга вернулся на поляну возле деревни Ознаево спустя несколько лет. Масштаб, с которым развернулся Сабантуй, показывает, что этот день с нетерпением ждут не только сельчане и жители Ишимбая, но и гости из соседних районов. Руфина Хужахметова, Загир Хасанов, Ильназ Беккузин, Ишимбайское телевидение. На сегодня это все. А я напоминаю, что еще больше новостей можно найти на YouTube-канале Ишимбайского телевидения, а также в Telegram и ВКонтакте. Оставайтесь с нами, ловите новости первыми. Оптика «Мастер зрения» запустила акцию «Назови свой возраст и получи равнозначную скидку на оправы при заказе очков». Ждем вас по адресу: город Ишимбай, проспект Ленина, 43.